как поддержать село. Вот я хотел бы напомнить, что в 2013-2014 году была выработана программа около 1000 гектаров разных культур многолетних при поддержке государства, значит, в селах начали реализовывать такую программу производства сельхозпродукции. Я могу сказать, что потому как эта программа была недофинансирована, она отрицалась новым руководством, в том числе по политическим мотивам. Более 50, около 60% вот этих культур погублено, за ним нужно было ухаживать. Это провал, хотя идея была замечательная, и на первом этапе она реализовывалась очень даже неплохо. Каким образом сегодня спасти село? Что можно предложить жителям сел? Я могу вам рассказать на примере моего села, село Тамыш. В советское время в селе Тамыш обрабатывалось чуть больше 1000 гектаров земли. Сегодня обрабатывается менее 300 гектаров земли. Остальные земли простаивают, там вырос бурьян, лес и так далее. При этом в селе около 60 человек трудоспособного населения проживают в селе, которые ищут работу. Из них наверняка процентов 30-40 это квалифицированные работники. Они этим всю жизнь занимались, они готовы. Но для того, чтобы заложить, например, яблоневый сад, довести этот сад до полносборных таких стандартов, потребуется 3-4 года, и на 1 гектар в среднем требуется 1 миллион рублей. Не говоря о рабочей силе, это огородить, там, лечить, приобрести саженцы и так далее. Государство имеет такие возможности, если оно сочтет нужным и в качестве приоритета к этому подойдет. Я думаю, что около 200 гектаров ежегодно можно было бы многолетних культур в Абхазии закладывать в разных селах. Но что такое 1 гектар земли? 1 гектар земли – это как раз на одну семью примерно. Одна семья может, если на первом этапе государство будет помогать и поддерживать, за этой культурой ухаживать. И это небольшие деньги. Я думаю, что вот так вот по 10-20 гектаров в каждом селе государство должно было реализовывать вот такую программу, целевую программу. Это подъемные деньги. Этого не было сделано, но это нужно сделать. Если мы в селе Тамыш сегодня заложим 10 гектаров многолетних культур, мы будем иметь в селе Тамыш 30 рабочих мест. Это уже из 60, 30, 50% людей будут работать. Эти люди будут получать на перспективу товарная продукция, это высокий уровень доходов, это даст возможность закрепить людей за селом, это решение одновременно многих вопросов, и не только экономических, но и социальных. Мы прекрасно понимаем, что наша культура в большей степени связана с селом. Безусловно, село – это не просто место производства сельхозкультур, это место или территория, где зарождается и где развивается наша самобытная культура. И этот вопрос не менее важен, чем экономический аспект. Поэтому такого рода подходы, они должны были быть реализованы. Ничего из этого не получилось, потому что для меня уже очевидно, что у руководства страны не было такого приоритета. Все это было связано с элементарным популизмом. Я бы вот так вот, один из примеров, с помощью которых можно было бы помочь селу. А таких примеров еще может быть больше. Небольшие заводы по переработке. Это на условиях государственного частного партнерства. То есть примеры они есть. У нас все факторы есть, кроме государственной власти нужного качества. Желающие работать есть, земля у нас есть, субтропические и иные сельхозкультуры у нас произрастают, и они пользуются спросом в Российской Федерации. Организаторского момента нет, и нет желания это сделать. Кстати говоря, хотел бы, пользуясь случаем, рассказать историю о том, что были инвесторы, которые были готовы построить завод по очищению ореха, по его фасовке. Эта высокая добавочная стоимость могла быть создана, но этим инвесторам не дали возможность
развиться в Абхазии. Потому что в таком случае это бы разрушило нелегальный бизнес тех теневиков, которые из ореха, экспортируя его в Грузию, извлекают сотни миллионов рублей. То есть в этом ключе тоже у нас абсолютно даже не ноль, а отрицательный результат.